Съезд наркологов собрал в Грозном специалистов со всего Северокавказского федерального округа. В ходе научно-практической конференции они обсуждают различные аспекты такого явления, как наркомания. Глава республики, поприветствовав участников форума, также отметил актуальность этого вопроса для современного российского общества. Я действительно рад поприветствовать вас. Действительно, это самая, так скажем, больная тема у нас в нашем государстве России. Мало кто борется с этим явлением. У нас в республике мы их не разрешаем продавать, мы используем чисто наши полномочия, мы стараемся сохранить жизнь людей. Каждый раз, когда мы начинали ту или иную тему, поднимали вопрос, бытия жизни людей, вот сразу начинают говорить, что Кадыров провозгласил шариатское правление, он сделал исламизацию. Любое направление берите, борьба с алкоголизмом, наркоманией. Еще тогда, в 1999 году, Ахмад Хаджи был лозунг: смерть террористам, нет наркомании. Мы уничтожили терроризм, навели порядок, и сегодня Чеченская республика — полноправный субъект Российской Федерации. На сегодняшний день самая реальная проблема для нас это извне заводят все эти таблетки, наркотики, торгуют смертью. Они не люди. Если они были бы людьми, они не продавали бы яд для человека. Рамзан Кадыров также подчеркнул, что для борьбы с этим злом нужно консолидировать усилия всех ведомств, и добавил, что в республике предпринято множество мер для того, чтобы полностью искоренить это явление. У нас в республике, я говорю, задерживаешь, что ты не имеешь права сажать по закону. Их мы показываем по телевизору, говорим, с какого он рода, кому он принадлежит, какой он человек на самом деле. На чувство совести мы стараемся остановить их. У нас давно не торгуют наркотиками, и все равно молодой сейчас что делает? Выезжает и там же закупают таблетки, и там же пьют их и берут с собой сумками их и возят в республику. За каждого не присмотришь, все равно мы там же, у нас люди работают днем и ночью. Но это единичные случаи. Если поднять этот вопрос на государственном, уровне, и мы все вместе, если закричим, это крик души будет. И я думаю, что мы сохраним жизни тысячи людей, десятки тысяч даже. Каждый день мы видим, как умирают молодые парни, девушки. И все мы спокойно смотрим, на это. Наши, международные друзья, в кавычки, они все делают для того, чтобы российский народ посадить на алкоголь, на наркотики, чтобы у нас не соблюдались традиции, обычаи. Они знают, если у нас будут соблюдаться традиции, обычаи, мы будем придерживаться своей культуры, то российский народ — это непобедимый. Они на сегодняшний день они делают все для того, чтобы у нас была такая ситуация, народ ослаб. Мы все хотим равняться европейской жизнью. Я не хочу, потому что там нет жизни, там нет культуры, там нет обычаев, традиций, там нет никаких человеческих ценностей. Они потеряли все. И такие законы, которые они принимают, это не человеческие законы. Я хочу, чтобы человек жил человеческую жизнь. Но все равно потихоньку они проскачивают нашу территорию, и среди молодежи мы видим такие явления, как слабо развивается патриотизм. Мало кто хочет служить в армии. Как раньше было, если чеченец не служил, то он не мужчина. Я в детстве готовился, чтобы служить в армии, днем и ночью занимался, тренировался, чтобы достойно пройти эти 2 года. На сегодняшний день никто не хочет служить. Все хотят быть певцами или певицей, или рок-музыка, или одеть не знаю что, прически никакие, цвета не знаю какие, это плохо для нас на самом деле. И мы должны воспитывать достойных поколений, чтобы мы всегда были и есть, чтобы остались великой державой. И чтобы наши враги знали, что мы славный народ, и у нас многонациональная Россия, многоконфессиональная Россия, и все мы вместе дружно будем жить, и развивать, и строить, и обеспечить безопасность государства. Самый проблемный вопрос у нас это наркомания. Хотим мы, не хотим, алкоголизм, наркомания — это беда для России. Если ты не пьешь, то уже так смотрит через бинокль: он террорист, значит. Он мусульманин, он не так смотрит на нас там. Я никогда не пил, не курил в жизни. Рамзан Кадыров отметил, что для России крайне важно воспитать здоровое поколение, так как от этого зависит будущее страны. Я люблю свою родину, я горжусь, что я россиянин, и я все потерял за целостность нашего государства России.
И поэтому мне не безразлична судьба нашего народа. Поэтому я хочу, чтобы мы вырастили достойное поколение. Сегодня у нас есть все возможности. У нас есть достойный президент, верховный главнокомандующий. Все делать для того, чтобы развивали все направления. Есть у нас программы. Главная работа и стройся, развивайся, да, как ты хочешь, чтобы это было во благо нашего государства. Мы должны все вместе сказать, это боль нашего народа. Это самый необходимый, самый нужный вопрос. Вот над этим мы все должны работать. Вот об этом все должны писать, говорить, что вопрос поднимают, люди беспокоятся, люди над этим работают. Вы самые, знаешь, уважаемые люди для меня. Вот я не просто говорю, я от души говорю. Это проблема, которую я борюсь, там, знаешь, с 99-го года. По словам Рамзана Кадырова, ему не раз приходилось общаться с наркозависимыми людьми. Он даже лично помогал им бороться с этим недугом. Я их лечил, я знаю их состояние, они сейчас счастливые люди. Вот когда с ним разговариваешь, когда проходит определенное время, они говорят, я только начинаю видеть, я только начинаю чувствовать воздух, я только начинаю чувствовать, что есть жизнь. Оказывается, я от всего этого, знаешь, был заблокирован. Вот этот человек начинает жить. Многие наркоманы, которые стали, они мужественные, самые доверчивые, самые сильные люди, большинство. И их используют. Я один раз собрал около 50 наркоманов, вот именно их с таблетками забрал, их с ним часами вел беседу, и потом их отпустил, отдал, чисто использовал чеченский вариант, чтобы они дали слово, там, чтобы присутствовали старейшины. Я не заинтересован их сажать или наказывать, я заинтересован, чтобы они не употребляли. В конце своего выступления глава республики поблагодарил наркологов за приезд и отметил, что руководство региона окажет им всестороннюю поддержку в работе. Хочу вам сказать слова благодарности, я хочу вам от всего народа, от руководства, что вы именно выбрали нашу республику, что вы приехали, вы обсуждаете этот вопрос. Я готов стать вам верным помощником по этому вопросу. Проблема нам всем надо вместе решить. Я вам даю официальное слово, что в республике чеченской наркомании не будет, алкоголизма не будет. Мы за здоровый образ жизни. Мы хотим воспитывать достойных, знаешь, патриотов, чтобы они всегда знали, что гордились своей родиной, соблюдали все традиции, обычаи, соблюдали свою религию и дальше строили наше государство. И я думаю, что у нас получится. Я думаю, что от сегодняшней вашей работы, того, что вы приехали, провели сеть наркологов Северо-Кавказского федерального округа, я думаю, что будет большая польза. Я хочу с вами работать. Спасибо вам большое, что вы приехали. Беспокойтесь за нашу молодежь. Да здравствует здоровый образ жизни. На съезд также приехал главный нарколог страны Евгений Брюн, который поблагодарил Рамзана Кадырова за поддержку и участие в работе форума. Мы знаем вашу непримиримую борьбу с алкоголизацией, с пьянством, с наркоманией. И мы хотели обратиться к вам с просьбой выступить инициатором некоторых направлений, которые позволят оздоровить весь российский народ. Это прежде всего безопасность на дорогах, это профилактика пьянства и алкоголизма на рабочих местах, это снижение экономической нагрузки на здравоохранение за счет выявления пьянствующих и получающих свои заболевания в связи со злоупотреблением алкоголем. Поэтому мы подготовим такую резолюцию и обращение к вам. И если республика выступит, и вы лично выступите инициатором, я думаю, что многое может сдвинуться в Российской Федерации. Мы знаем, как к вам относится наш верховный главнокомандующий, мы знаем, как к вам относится российский народ, вас уважают, к вам прислушиваются, многие начинания республики продвигаются вперед и становятся всероссийскими, поэтому мы с благодарностью принимаем вашу помощь и рассчитываем на наше плодотворное сотрудничество. Съезды наркологов прошли в ряде городов страны. По словам организаторов, в этот раз Грозный был выбран не случайно. 27 лет не было больших конференций всероссийских по тематике наркологии. И у нас не было точного представления, что здесь происходит, какие процессы идут и так далее. Для нас это выполнение сверхзадачи, что вот такое мероприятие прошло, оно поддержано руководством республики, и я надеюсь, что этот опыт будет распространен на всю Россию, и мы сделаем новый виток борьбы с этим злом. По итогам конференции была принята резолюция, которая сегодня будет передана главе республики. Суть этой резолюции в том,
чтобы на территории нашей республики явилась первая республика среди всех субъектов, в которой будет осуществляться мониторинг людей, которые злоупотребляют алкогольными напитками за рулем, на рабочих местах и так далее. И, конечно, будут указаны профилактические методы, которые можно проводить. Съезд наркологов продлится 2 дня. Завтра для участников конференции будет организована экскурсия по самым живописным уголкам Чечни. Аза Исаева, Амир Тагаев, Данил Хавхаров при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики. Новости.